раԥхьаӡа иргыланы, иҭабуп ҳәа шәасҳәап, иахьа абас шәҽеидкыланы шәахьааиз, иахьақәҿышәтыз акоординациатә совет Аԥсны апартиақәа рхеидкыла, ажәлар рхеидкыларақәа иҟарҵаз ааԥхьарала абра шәахьааиз. Ишыжәдыруа еиԥш, иахьа Урыстәыла имҩаԥысуеит ҳҳәынҭқарразы, Урыстәыла ҳҳәынҭқарразы, иара ҳахьықәынхо арегион иаҵанакуа азыҳәаны аҵакы ӷәӷәа змоу ахҭыс. Ноиабр ижәиԥшьба, ҩнызқь ижәиԥшь шықәса азыҳәаны иахьа имҩаԥысроуп аиқәшаҳаҭра напаҵаҩра. Убригь ҟалоит сааҭқәак рышьҭахь Урыстәылеи Аԥсни рыбжьара. Ҭабуп. Иахьа ҳаззеизаз иақәҿаҳҭырц, ҳшақәшаҳаҭу дҳарбарц Аԥсны жәлар, иара убас Аԥсны нҭыҵ иахьа абри ахҭыс иазҿлымҳау зегьы. Иазҿлымҳау шырацәоу агәра шәсырго, аҿлымҳара змоу милаҭқәак рацәоу, убри аҟынтә ҳақәгыларақәа, ҳцәажәарақәа урысшәала имҩаԥаагарц абас хықәкыс ишьҭаҳхит. Уважаемые сограждане, приветствую вас на митинге в поддержку подписания договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Как известно, в октябре месяце 2014 года Российская Федерация обратилась по дипломатическим каналам к руководству нашей страны с проектом договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Вы все являлись свидетелями событий, как развивались события в нашей стране после этого обращения. Мы не снимаем с себя ответственности за последствия этого договора, и не будучи убежденным, мы не пошли бы на этот шаг. Но вы знаете, что у нас в стране есть неоднозначное отношение к этому документу. Ряд групп политических и партия Амцахара выразила свое отношение, сказав, что документ недостаточно сбалансирован и ее преждевременно подписывают. Ну, и на это есть право выразить свое мнение. Но у нас гарантом Конституции и суверенитета Республики Абхазия является президент. Президент имеет на это право и взял на себя ответственность после согласования с парламентом, взял на себя ответственность подписать этот документ. И сегодня он находится в городе Сочи, и там должна проходить процедура подписания договора между президентами Российской Федерации и президентом Республики Абхазия. Добрый день, друзья. А он у нас сегодня действительно добрый. Я позволю себе дать общую уводную, а потом перейти на вещи и обстоятельства, которые для вас во многом оставались за кадром. Сам мир сегодня стал другой. Он стал другой после Украины. Теперь в той ситуации, в которой оказалась Россия, будучи гарантом нашего суверенитета, который мы печемся, где было напрямую сказано западной коалиции, что президент России, президент суверенного государства должен уйти, или они это государство расчленят.
В этой ситуации человек, которому мы во многом по-мужски, по-кавказски, если хотите, обязаны, хочет определить, хотел бы определить, кто ему друг, а кто не друг. Когда мир двухполярный сформировался, и такого рода договора, где в основном идет нагрузка на военную составляющую, имело отношение быть как и по отношению к нам, к Абхазии, к Бишкеку, к Астане, к белорусам, ко всем одновременно, и только у нас оно вызвало столь противоречивые настроения. Допустим, что мы отказались от помощи, от всего, что дает нам Российская Федерация. Мы, чтобы было понятно, в 2004 году, ровно 10 лет назад, наш бюджет составлял 650 миллионов рублей. Сейчас он порядка 3 миллиардов с помощью той же Российской Федерации. Если мы отказываемся от какой-либо помощи вовсе, то мы возвращаемся к бюджету, мы просчитали, ниже состояния 2004 года. Мы возвращаемся к бюджету порядка 400 миллионов, который сегодня ничего. Сегодня мир другой. Это уже не 92-3 год, где кто-то думает, что народ Абхазии готов затянуть пояса, уйти в горы, есть кукурузу, сесть на границе и держать оборону уже с блоком НАТО. Это полная утопия. Так вот, в лучшем случае люди будут, наши граждане, эту страну покидать, поскольку мы и так много времени потеряли в отношении тех стран, которые нас окружают, чем стали неконкурентными. Действительно, рано или поздно, если мы будем в такой стагнации находиться, попросятся в тот же Краснодарский край, который нам пугает. То есть все, что они делают и говорят, делают от обратного. Мы с Нового года можем, уже обладая своим бюджетом, действительно начать выравнивать эту страну. И это ровно то, что они не хотят. Я вам скажу, кто вспомнит, что нас часто называли неконструктивной оппозицией. Но разве мы хоть раз пытались сорвать встречу двух президентов, Багапша и Путина? Наоборот, мы всегда этому радовались, будучи в оппозиции. И критиковали разве то, что не шли деньги в реальный сектор экономики, ровно то, что они сегодня нам говорят через месяц. После того, как они 10 лет не просто в социальную сферу деньги посылали, а еще и откровенно жульничали на этих деньгах, что это сегодня ни для кого, друзья, не секрет. Так вот, просто хотят разменяться на свои интересы, просто чтобы у нас не было возможности встать на ноги. Поскольку альтернативы договору нет. Все это прекрасно понимают. Задача в том, чтобы его как можно дальше отодвинуть, чтобы социальная напряженность возрастала. Я вам скажу, что из того бюджета предыдущего, то есть не бюджета, извините, комплексный план на 2015 год, то есть на следующий год, к сожалению, был заложен еще командой экс-президента. Мы не смогли его значительно переформатировать, поскольку он закладывается за 4 месяца до того, как новый индикативный бюджет России формируется. Вот я вам скажу, из 5 миллиардов 600 миллионов, 5 миллиардов 200 заложено обратно в социальную инфраструктуру и только в 400 миллионов в экономику. И на этом фоне они сегодня же нам говорят обратно. Они сегодня же говорят, мы должны отозвать договор, чтобы пунктом туда вложить, что все деньги должны пойти в реальный сектор экономики, и ничего в пенсии, и ничего в социалку, лишь бы социальная напряженность росла. И хотят сорвать встречу двух президентов. На такое мы никогда не шли. Не просто, хотят просто, чтобы деньги в Абхазию не пришли. Я вам скажу, что ни одна страна мира не могла подняться вот с того положения, в котором мы находимся, без внешнего донорства. Если взять Грецию, Молдавию, Украину, страны с гораздо большей составляющей, то все они рассчитывают на помощь МВФ, где деньги даются совершенно по другим условиям, где отжимают фабрики, земли, где говорят, какая должна быть пенсия, зарплата, оплата за электричество. То есть там от суверенитета действительно ничего не остается.
В наших условиях нам Россия действительно реально помогает. Когда говорят о том, что это империя, которая нас хочет захватить, я вам скажу следующее, что империя для нас, которая хотела нас захватить, являлась Грузия, поскольку это они говорили о том, что моя фамилия это грузинская фамилия, моя история это грузинская история. У Российской Федерации другие задачи. Это страна с большой имперской динамикой. Нам этого бояться не надо, поскольку благодаря этой имперской динамике мы сегодня защищены и существуем как суверенное государство. Россия хочет показать всему миру, что она не строит новый большой Советский Союз нового монстра, а подход совершенно иной. Те страны, которые находятся в общецивилизационном пространстве России, которые ориентированы на Россию, могут быть успешны, суверенны и уютны для проживания людей. Южная Осетия вообще напрямую попросилась, в отличие от нас, в состав Российской Федерации. Они это не приняли. Они не хотят идти на поводу того западного клише, которое сегодня в той войне, которая объективно уже идет и существует, имеет место быть. Я вам скажу, что я горд за ту работу, которую провел парламент. Нам за этот договор не только не стыдно, я горд вот за тем, что мы смогли все их промахи выровнять в этом новом договоре. И российская сторона нас услышала и приняла. Я вам хочу сказать следующее, друзья. Если мы в ближайший год-два не заложим, вот мы, имеется в виду, большей частью, поймите меня правильно, люди войны, у которых есть своя репутация, свой запас прочности. Наше время потихоньку уходит, потому что я был во время войны один из самых молодых ребят. Мои однополчане уже уходят, где я каждую неделю бываю на тех или иных похоронах. Наше время ключевое заключается в том, чтобы поломать все то, что здесь наворочено. Вы не представляете, как эта система сопротивляется, чему бы это ни коснулось бы. Наша задача поломать это и выстроить новая, не модель, а только дать новое направление, где к нам на смену придут уже вот эти ребята, послевоенные, с новым образованием, с новой постсоветской ментальностью. И наша задача, самая неблагодарная, она в том, чтобы мы все это переломали и дали им ход. У меня нет иллюзий, что мы пришли во власть навсегда, как в отличие от наших оппонентов, которые ровно так и думали. Наша задача, еще раз говорю, даже возможно уйти не на своем пике популярности, но мы пришли с добрым именем. Собираемся жить в этой стране, расти детей в этой стране, и чтобы с тем именем, которым я пришел, ровно с таким именем каждый из нас вышел. И на вас мы надеемся. Мы, все те люди, которые населяют Абхазию, я имею в виду людей нетитульной нации, конечно, мы хотим всегда сохранить свой язык, свою культуру, свою национальную идентичность. И в этом своем стремлении мы видим абсолютное понимание абхазской стороны. И вот это понимание абхазской стороны, которое зиждется, в принципе, на тех же самых... Абхазы сами хотят сохранить свою национальную идентичность, свою культуру, свой язык, свои обычаи, традиции. И в этом мы, конечно, очень схожи. И вот это понимание двустороннее сделало так, что мы на протяжении уже почти 2 столетий живем вместе и делаем одно и то же дело. А это дело фактически можно назвать чаянием абхазского народа вековым к своей свободе и независимости. И была величайшая победа, которая фактически воссоздала абхазскую государственность. И исходя из нашей гражданской позиции и нашей гражданственности, мы сегодня все люди всех национальностей, живущих в Абхазии, говорим, мы все абхазцы. И только такая позиция гражданская может нам дать в нашей дальнейшей жизни, привести нас к успеху. Мы его все читали договор, мы над ним работали. И исполнительная власть, и законодательная власть, и вообще наши общественные организации. И я вас уверяю, что каждая статья, каждый пункт, это только усиление абхазской государственности
и его суверенитета. И сегодня, когда в этом договоре мы читаем о том, что наши вооруженные силы будут иметь новое вооружение, друзья мои, если наши вооруженные силы будут иметь новое, это что? Ослабление нашего суверенитета или его усиление? Если мы будем иметь возможность иметь доступ на все эти военные базы и прочие структуры, это ослабление или усиление? Если сегодня наши врачи, учителя, люди, работающие в сфере культуры, спорта, образования, получают, скажем, условно 5000, они суверенные, а когда будут получать 10, они перестанут быть суверенными. То же самое касается пенсионеров. Поэтому еще раз подчеркиваю, каждая статья этого договора есть усиление суверенитета Абхазии. Поэтому давайте скажем так, сегодня он будет подписан, и мы будем делать все для того, чтобы все было у нас хорошо. Спасибо вам большое. Прошел ровно месяц и 10 дней со дня начала обсуждения предстоящего сегодня подписания договора с Россией. И здесь, как и во многих других случаях, много решают обстоятельства. А они наряду со многими другими следующие. Резкое изменение геополитической ситуации в мире. В регионе, соответственно, большая политическая составляющая. И на самом деле, казалось бы, не только в вопросах назначения в сфере исполнения власти, но и в вопросе заключения договора с Россией. Президент Абхазии вполне мог обойтись без широкого общественного обсуждения, руководствуясь сугубо действующим законодательством. Ни Конституция, ни любой другой закон его к этому не обязаны. Но, как мы все увидели, как говорится, это оказалось не факт. То, как прошло обсуждение, есть проявление уважения как к принципам демократизма, так и к нашему обществу в целом, в том числе к гражданским его институтам. Тем более, что речь идет о столь судьбоносном вопросе. Но президент пошел на самое широкое обсуждение не только поэтому, но также и потому, что прежде всего сам видел необходимость существенных правок, поступивших из Москвы первоначального варианта проекта документа. Здесь многое зависело от сложившегося и действующего в стране качественно нового политического режима и степени его обусловленности. К тому же давно известно, что абхазский народ – это народ схода. Далее многие независимые, в том числе зарубежные эксперты, справедливо отмечают, что абхазское общество, как может быть никогда, и похоже, как ни в какой другой стране сегодня, в высшей степени политизировано. Кроме того, есть украинский кризис. Это новый фактор, который в нашем положении не учитывает те самые настоящий политический авантюризм. А ведь Украина это лишь очередная из множества других жертв НАТО и США. Как говорится, кто следующий? И как было тут нашему президенту не учитывать столь немаловажные обстоятельства? Вот почему, прежде всего, президент пошел по пути учета менталитета народа и доминанты политического момента. И правильно сделал. Наш народ доказал, что от абхазской геополитической пешки зависит больше, чем думают иные. Больше, чем некоторым хотелось бы. А потому назначен на сегодня исторический день подписания договора. Хотелось бы, чтобы оно проходило под вполне реалистическими предлагаемыми Народной партией Абхазии, давно, кстати, лозунгами. Да здравствует великий абхазский народ вместе с русским, российским народом. Да здравствует равноправный договор Абхазии с великой Россией. Пользуясь сегодняшним случаем, дорогие соотечественники, я хотел бы всех вас поприветствовать в этот поистину праздничный день. Сегодня вы все не просто стоите на этой площади, вы стоите рядом с Раулем Джумковичем и Владимиром Владимировичем. Честь вам и слава сегодня. Вы знаете, на протяжении ряда лет наша организация была обеспокоена вместе со всей русской общественностью о том, что тихонько, но русско-абхазские отношения, к сожалению, шли на спад. Сегодня эти опасения развеяны. Этого не будет. Благодаря доброй воле нашей и наших руководителей, которым мы, безусловно, должны доверять. Вы знаете, сегодня, к сожалению, мы видим, что имеются некоторые
наши граждане, которые другого мнения. Ну вот я хорошо помню, когда 2 года назад на заседании Кабинета министров выступал Александр Золотинскович и говорил, что нету другой альтернативы созданию нашего бюджета, как за счет доброй воли Российской Федерации. Но сегодня мы в таком положении находимся. И никто слова тогда не произнес. Ни из состава Кабинета министров, ни из парламента, ни из сторонников сегодняшних, которые сегодня немножко там, может быть, они ошибаются. Что же сегодня вызвано? Чем сегодня вызвана такая позиция, которая, честно говоря, нам непонятна и нас расстраивает она? Почему? Потому что невооруженным взглядом видно, чего хочет народ. Народ хочет жить хорошо, хочет созидать и хочет трудиться. И альтернативы этому нет и быть не может. Яха, шашаим пусвай пулара, Аԥсны иамеигәырӷьо, ма џьара гәнаҳарак ихьырны еилымкаарак имоуп, ма Аԥсны дазыразӡа. Избанзар, араҩыза аиқәшаҳаҭра знапы аӡызымҵәиуа, Аԥсны иазыразым иоуп. Это преступно не подписать такой договор с Российской Федерацией, где гарантии государственности Абхазии будут даны на самом высшем уровне. Я в этом убежден. Я хочу вам сказать, что состояние страны, вот за то небольшое время, что мы сегодня видим, да, там какие-то документы к нам попадают, видим состояние инфраструктуры, находится в худшем состоянии, чем после войны. В худшем, я со всей убежденностью это говорю. Сегодня нам упрекают в том, что мы когда-то говорили, мол, сами были против такой российской помощи. Мы никогда не говорили, почему нам Россия дает помощь. Мы говорили, что она направлена не туда, куда надо направить. Не на стадионы и бассейны, а на реальный сектор экономики. Эту помощь, которая по сегодняшнему договору придет к нам, мы будем направлять в большей части на реальный сектор экономики, создавать рабочие места, чтобы люди могли найти работу, чтобы в завтрашний день мы имели собственную экономику. У нас послезавтра День Конституции. 20 лет Конституции, как приняли основной закон страны. Я вас поздравляю с этой датой. Но этот основной закон мы будем менять, как и обещали во время предвыборной кампании. Мы будем проводить реформу политической системы власти. В этот закон надо вносить много изменений. И мы будем это делать. Мы будем делать все, что мы обещали во время предвыборной кампании. И если даже мы будем обещаться, мы будем открыты. Когда, скажите мне, когда так публично какой-нибудь междугосударственный договор обсуждался в обществе? Когда это было? С единственным аргументом, с которым я согласен, что мы не можем вечно жить на помощи Российской Федерации. В этом мы все правы и мы согласны. Но кто мешал эти 6 лет создавать свою экономику? Сегодня нам нужна помощь, чтобы создать свою экономику, чтобы всегда не быть с протянутой рукой. Мы это хотим, и в этом мы просим помощи. И ни в чем другом. А то, что касается безопасности, скажите, пожалуйста, а в Грузии кто вооружает грузинскую армию, не американцы? Какое оружие они носят? Какие у них советники? Это не американские? А в чем тут плохого, если нам Российская Федерация будет уровень нашей армии на свой уровень поднимать? Очень много хочется сказать. Спасибо всем за внимание. Я всех поздравляю с тем, что сегодня в Сочи будет подписан исторический договор о дружбе и сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Иахьа имҩаԥысраны иҟоу аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра дараӡа крызҵазкуа аҭыԥ ааннакылоит ҳара иҿыцу ҳҭоурых аҟны.
Уси обобстазарана апнан хаю ажлан кайпсо рыцан кайпсо хазшаз дихот хазшаз чуйра сербей бзени бракятна яра чуйра гибурга числина храда хаквиту перцхабас хазшаз дихот яхати аепша атранапатира убри апн перц юзо избан зарехе анапыз царио аепша атра статус своей хорой манткарра ай юзери а стратегия бейцхорари артуз роиб шатра арахзуна бейбш сдахвало хгугра сдахвало документу сарабраганасо абре документ аджабат избалаз ари жлар рабжиз танял архаза депутат шаро ари жлар рабжиз танял архаза президент ё абард зигер джаба зевана харахлайла кахзала идут за нитабу арас хастаху и вейб шмам такорза харах мткарри урстула дудзе и вейб шмай залазаши и вейб шм тагла заши бай аман яхан шейхон я убри айкша атра ахна ракхат яхтач корон ярбоб бас ай юзере ицхорари хшуз царазуна хшуз штразуна и хепшему и суверен топсна мткара статус ацхорари ахаракри хшуз штразуна абрейша адрахнабаца айотха яра хара конституция азакуан хада рабха за пехтач корон бас арбоб апсна и хепшему и суверен топсна зхабха казмо зхаб символика змо хазша зимчала кишуб сквергулга но быси хала хепшем ради псрать зракула эйза зитабу бедудзана яха знапа ацер вейша адрабзурала يخلا تايز حزغرة يخلا أتنشرة يخلا دوسة حقرة دوسة يخافة نيخرشنا يحنتكرر ديبرغو يحنتكرر قنا خلا رواج لرلب شرخنا بس أي مدرة حبجنا يخيلي بانكارا قشك أخزرجة حشاز يمشي وبري حياينا حبسات الخلايا قردو حشاز الشارع عيتا تبزير شبزا تبزير زخوة بيرتيرما تبو. Российская Федерация, предлагая подписание договора, хотела продемонстрировать остальному миру, который ей противостоит, показать, что у нее есть союзники. И в качестве союзника она обратилась к маленькой Абхазии. Ну, по размерам страна маленькая, но по значимости для Российской Федерации это, видимо, не совсем маленькая, поэтому и нам предлагается, к нам протянули руку. И сегодня отказать Российской Федерации в этом договоре, это равнозначно отказу от стратегического сотрудничества с Российской Федерацией. И поэтому мы должны поддержать подписание этого договора. Второй фактор. Нам говорят, почему мы постоянно должны получать помощь, в том числе и финансовую, Российской Федерации. Хотелось бы спросить, первое, банально, почему можно было вчера получать, а почему сегодня нельзя получать? Или они так много нам оставили? Нам, я имею в виду народу, оставили. Что народу оставлено? 3 миллиарда внешнего долга, разрушенная, разворованная страна и миллиард еще внутреннего долга почти. И за счет этого мы будем, жить самостоятельно и предлагать нашему народу влачить свое жалкое существование. Это помощь в поддержку стабильности нашей страны. И мы заинтересованы в этой стабильности. Наши люди должны знать,
что они будут получать вовремя пенсии, что они будут получать вовремя заработную плату, что они будут восстанавливать собственную экономику. Вот о чем речь идет. И, заканчивая свое выступление, хочу вам предложить поддержать процесс подписания договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. И резолюции предлагаю поднятием руки, аплодисментами выразить свое отношение к этому договору.